Мы продолжаем программу «Молодежный формат», и сейчас самое время встречать гостя в студии. Мы каждый раз ищем интересных людей и стараемся приглашать их к нам на программу. На их примере мы вам хотим показать, что нет ничего невозможного. Главное – трудолюбие, цель и желание развиваться, быть полезным людям. Сейчас Роза Бекова представит нам своего собеседника. Роза, тебе слово. Спасибо. Добрый всем вечер. Поговорим об общественной организации. В нашей республике много таких организаций, которые взяли на себя ответственность и помогают людям. В глубине души мы все являемся отзывчивыми людьми, готовыми к добрым делам. В настоящее время в России активно работают женские общественные организации нового типа. Одна из них находится в нашей республике – Женский культурно-просветительский центр «ИРОС». Существует он уже 5 лет. В этом году отмечает свой юбилей. Эта молодежная организация стала лауреатом межрегионального фестиваля лучших социальных практик СКФО. Наша гостья закончила Ингушский госуниверситет, факультет филологии, работала редактором на радио «Ангушт», освещала темы духовно-нравственного и патриотического направления. Активная, неравнодушная, имеет множество благодарностей, гордится своей работой. Сегодня она возглавляет женскую общественную организацию «ИРОС». В нашей студии Аза Дидикова. Встречаем! Добрый вечер, Аза. Добрый вечер. Мы всегда в конце нашей программы обращаемся к зрителям с просьбой рассказать о себе, ну и чтобы с нами сотрудничали. Спасибо тебе, ты откликнулась на нашу просьбу. Так вот, расскажи о своем центре и для чего он был открыт. По сути, это женская общественная организация. Начала свою деятельность в 2014 году. В январе мы провели первую свою акцию и летом уже зарегистрировались официально. С тех пор, в принципе, с первой своей акции мы считаем, что началась наша деятельность. Вообще девизом своей организации мы с самого начала определили цитаты Льва Толстого «Истинное счастье человека», так как наша организация называется также «Счастье», это быть полезным и иметь спокойную совесть. Поэтому в первую очередь мы стараемся, чтобы наши мероприятия несли пользу обществу и в то же время, чтобы они были интересны. И мне кажется, эта идея создания организации, неправильно сказать, что возникла идея, она скорее назрела, эта необходимость. То есть, когда есть другие уже фонды, организации, где больше деятельности ведут мужчины, рано или поздно, даже, мне кажется, это естественно, когда рано или поздно и женская часть населения начинает себя проявлять. Тут главное, конечно, чтобы был созидательный характер. Ну ты руководитель. Да. На твои хрупкие плечи ложится большая ответственность. Как ты справляешься с этим? Неправильно будет сказать, что только на мои хрупкие плечи. Мне кажется, именно какая-то сильная сторона нашей организации в том, что изначально был костяк. Это девушки, которые себя уже как-то зарекомендовали в той сфере деятельности, в которой работают. Помимо этого уже проявляли себя в общественной деятельности, пусть даже как просто волонтеры. И мы уже немножко имели представление об этой работе. И опять же, когда ты сообща все решаешь, когда ты полагаешься не только на свою голову, а понимаешь, что другой человек может с новой точки зрения, с новой стороны увидеть совсем по-другому и предложить что-то более правильное, оригинальное, то это несложно. Главное прислушиваться друг к другу. То есть одно мнение хорошо, а 3 еще лучше. Конечно. Сообща стараемся все делать. А кого вы привлекаете к работе своей организации, частные лица? В своей деятельности мы, конечно, пытаемся приглашать тех людей, которые уже известны в республике, в том плане, что они зарекомендовали себя своей работой и являются хорошим примером для остальных, в частности для женщин, показать, что есть такие женщины, которые смогли и семейную жизнь, и добились успеха в другой деятельности, и приносят пользу обществу. Например, у нас проходило одно из первых крупных мероприятий, это в феврале 2014 года, ингушские женщины в годы депортации. Тогда среди выступающих была Зайнаб Зарахова. Но о ней, думаю, даже говорить не надо, все мы ее знаем. Одно ее участие было уже важно для нас. Она всегда в своих выступлениях подчеркивает очень важные моменты. А вообще много женщин собирается в ваш клуб? В принципе, женщины пока, по крайней мере, в первые годы, когда мы проводили, не очень активно приходили, потому что, в принципе, у нас эта культура массового досугового отдыха не развита. Да. Поэтому мы старались свои мероприятия вносить в какой-то момент, где они смогут чему-то обучиться. В 2015 году у нас уже появилась поддержка, и мы смогли в течение лета проводить мастер-классы. Там хорошее количество женщин собиралось, потому что они понимали, это не просто общение, это полезный навык.
один мастер-класс собрал, я помню, до 40 женщин. Нам пришлось, хорошо. да, поставить прям вдоль столы, и очень активно все прошло и весело. Уже 5 лет, юбилей у вас. Какие вот такие мероприятия вы провели, такие значимые? Вы знаете, бывает какое-то масштабное мероприятие, но тебе запоминается что-то, казалось, было маленькое, незначительное, но больше след оставляет, да, теплые воспоминания. Но если говорить о масштабных, был всероссийский конкурс среди незрячих девушек по чтению Корана. Он просто именно всероссийский, я поэтому с него начну. Мы это не сами, конечно, провели при поддержке ряда других лиц и организаций. Также был конкурс межрегиональный, конкурс духовной красоты, тоже для девушек с инвалидностью. Он назывался «Горянка». Помимо этого, я бы сказала о мастер-классах, которые проходили сперва в течение лета, а потом переросли в полные курсы. Но, естественно, они проходили на благотворительной основе. Вот. Отдельное бы направление я отметила благотворительное просвещение. В принципе, она стала такой линией, проходящей через все мероприятия. У нас дело в том, что в организации, в принципе, работают женщины, которые являются еще и педагогами, и вот эта тема просвещения, да, она близка. В прошлом году мы смогли в течение 3,5 месяца реализовать проект благотворительного образования для детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, а также для детей из семей участников и жертв вооруженных конфликтов, предложить им такие услуги, как дошкольная подготовка, раннее развитие детей и английский язык. Чтобы провести мероприятие, нужны деньги, нужны спонсоры. Где вы находите средства? Здесь такой интересный момент, скорее они нас находят, чем мы их. Это замечательно. Да. Дело в том, что когда мы начинали, как бы это, может, наивно не прозвучало, мы даже не знали, что существует система грантов и так далее. Мы понимали, что мы это будем делать на свои средства, и, в принципе, нас это устраивало. Вот. И в первый год так и прошло. Это были наши собственные вложения. Порой хотели внести свой вклад члены наших семей. И так и среди знакомых выступали, ну, можно сказать, спонсорами. Но это были довольно скромные все равно акции. С 2015 года нам предложили принять участие в поддержке со стороны централизованной религиозной организации Международная исламская миссия. Она работает по Северному Кавказу. И с тех пор они сотрудничают с нами, мы сотрудничаем с ними. И благодаря их поддержке смогли вот реально провести больше того, что мы думали, что сможем изначально. И также существует благотворительный фонд «Свое дело». Они тоже оказывают поддержку. Вы проводили мероприятие под названием СУВ, то есть это совершенно ингушская женщина, да? Вы изучали быт или, может быть, историю наших бабушек? Когда мы сами впервые узнали, что у нас есть такое понятие в ингушском языке, в нашем народе, очень удивились, потому что она настолько содержательная, и при этом, как правило, его не используют. Даже когда говорят о достойной женщине, говорят «конах сагез», например. «Сув» редко услышишь. И, конечно, мы были приятно удивлены, что есть отдельное такое слово, характеризующее ингушских женщин. И первая цель наша была даже не какое-то конкретное мероприятие по изучению жизни, допустим, предков, потому что есть немало литературы изданной. Первая цель была донести, популяризировать это понятие, а уже исходя из этого, когда узнают, что есть такое понятие, люди автоматически узнают его содержание. Вот. И мы провели ряд мероприятий на эту тему. Само мероприятие были изданы буклеты, курсы, которые мы проводили по рукоделию, тоже проходили под этим названием, потому что женщины СУВ, они отличались с различными способностями. И также на съезде мусульманок России мы представляли презентацию об этом понятии как способ воспитания, скажем, девушек, методику. И она очень вызвала много интересных вопросов, откликов. Ну вот какая она ингушская женщина? Если ориентироваться на то, что говорят наши историки, наше старшее поколение, произведения, которые воспевали, то, конечно, это в первую очередь какой-то некий идеал чести, праведности. Как мы знаем, для женщины честь — это все было. Параллельно это умная мать, мы понимаем, что дает детям, и поэтому ингуши всегда подчеркивали это качество в женщине. Ну и помимо этого, конечно, это ее деятельность, скажем так, как умение особую атмосферу создать в доме, так может быть и за пределами дома. К примеру, СУ, она вела, можно сказать, курсы, то есть существовал институт, где отбирали особо девушек, и она занималась их воспитанием. В современном обществе-то они Если в немножко современном, другие. то немножко. Вот они же немного другие, вот мы с вами. Вы знаете, конечно, каждое поколение, оно отличается от предыдущего, и каждое старшее поколение, наверное, говорит про подрастающее,
что с нами будет в будущем. Именно понятие этого СУ, оно должно быть как идеалом, как бы ни менялось поколение, какие бы ни вносили нам новые ценности, допустим, не характерные для того же нашего народа. Просто должен быть какой-то маятник, да, к которому мы будем обращаться, и по которому мы будем и себя ценить, и учить подрастающих. Вы проводите ярмарки. Для чего? Для кого? В первую очередь для самих женщин, которые занимаются рукоделием. То есть вот эти последние 5 лет тоже очень много женщин себя ярко проявили как рукодельницы. Мы создали группу в WhatsApp, где собрали немалое количество рукодельниц и предложили им устроить ярмарку, чтобы они могли заявить о себе, скажем так. К 25-летию празднования республики на основной площади была выставлена их работы. После они уже смогли также их представить на празднике Курбан-Байрам. Ты учитель английского языка, а пришлось тебе работать в школе? Да, я немного поработала в этой сфере. Первое место моей работы был секретарь-переводчик в гуманитарной организации. Потом я проработала, правда, недолго в школе, в которой училась ранее. Это гимназия города Назрань номер 1. И еще меньше проработала в школе Илин. Но дело в том, что как-то всегда вот эта общественная жизнь, она уводила, можно сказать, меня в сторону. И мне хотелось, конечно, ею заниматься. И я понимала, что для этого нужна такая работа, где я смогу совмещать. И вот это репетиторство, которым я сейчас занимаюсь, мне оптимально подходит. Ты участвовала в свое время в различных поэтических конкурсах. А сама стихи пишешь? Я участвовала в школьном региональном конкурсе, по-моему, назывался «Созвездие». Вот, я читала стихотворение, это как раз-таки было стихотворением собственного сочинения. Сочинение, да? Как правило, я писала в университете. Пара стихотворений было написано после учебы. Это было к конкурсу на радио «Ангушт». Просто мои коллеги, знакомые хорошие там работали, мне хотелось поддержать их конкурс, я тоже написала. Первое стихотворение, которое я отправила на радио, оно было посвящено празднику Курбан-Байрам, и я в стихотворении описала историю, связанную с этим праздником. Смогу вспомнить, наверное, первые 4 строчки. «Всей жизни путь очерчен испытанием, но силы нам дарованы Творцом. И коль падение украсится подъемом, спокойно возвратимся в вечный дом». Вот из той проделанной работы вашим центром, чем вы гордитесь? 2 или 3 года назад мы давали интервью в газете. На тот момент я с большой уверенностью ответила, что самое главное, на мой взгляд, достижение – это коллектив, который сложился, и вместе с которыми мы проводим свою деятельность. Сейчас прошло 5 лет, я то же самое могу, наверное, сказать. А сегодня над чем вы работаете, над какими проектами? В этом году мы очень надеемся, что нам удастся реализовать такой проект. Он называется как раз СУВ, направлен на всестороннее развитие девочек. Чтобы это был не только лекционный материал, но и практический. Причем работу мы надеемся провести для девочек и из таких неблагополучных семей, так и для студенток. И еще один формат, который мы начали, это девичники. Пока их было только 2, но они оказались очень популярны. Приходили женщины разных возрастов, с удовольствием проводили время и даже просили вновь провести что-то подобное. Что бы ты пожелала нашим телезрителям? Я бы хотела, чтобы те хорошие качества, которые нам присущи, мы их не теряли, пытались, наоборот, воспитывать в подрастающем поколении. Все-таки надеюсь, что все у нас будет хорошо. Я надеюсь, что и у вас в центре все будет отлично, все сложится так, как ты планируешь. Желаю вам успехов, удачи, взаимопонимания. И пусть и в семейной твоей жизни тоже будет все хорошо, отлично. Спасибо тебе. Спасибо большое. Итак, я вам напоминаю, у нас в гостях была руководитель женской общественной организации «Ирос» Аза Дидигова. Ну а с вами была Роза Бекова. До новых встреч!